Феликс, вот 2 дня назад было заседание. Ты сам видел, ты посмотрел его. Резо, как студента, отчитывать не скажешь, но видно, что вот просто уровень Резо и уровень Батала — это небо и земля. Сегодня министерством возглавляет чиновник, который не то что стратегический план развития 25-летней периода 25-летнего, он даже на 2-3 года что-то расписать, и не то что расписать, я уже не говорю про то, что делать по этому плану что-то. Никакого сравнения не идет то, что Резо, когда сидел, работал, тогда возможностей не было таких, но он делал что-то, результаты при нем, сейчас вопросов много, можно к нему адресовать, но сегодня должен быть во власти, у руля энергетики, как минимум кто-то, кто знает и кто может, как минимум, как Резо, это по-любому просто. От них сегодня требовать что-то, мы сядем, мы больше напишем, чем они напишут это. Резо, когда работал, чтобы ты понимал, это 24 часа, не скажу, но это целый день. Это человек, который ходил на поля, который ходил на подстанции, который в кабинете сидел, встречал людей, который по 2 телефонам общался, который одновременно мог писать что-то, с кем-то общаться по телефону. Вот так я за него слышал от моих друзей, которые рядом с ним работали. К нему, чтобы попасть на прием, нужно было сидеть часами, ждать, пока он освободится. О нем просто, не знаю, легенды хотели. Я, когда Резо для меня был тогда, чтобы его увидеть, познакомиться с ним, я далекий был от этого, но просто как человек эффективный, человек, который выдавал ГПД, и сегодняшний Батал, который руками разводит и глаза опускает, никакой уверенности в нем нету, компетенции. Что от них сейчас потребовать, если самое главное, человек, который наверху сидит, если он не обладает компетенцией, о каких-то реформах говорить что можно. Сейчас выше, понятно, там тоже люди есть, которые могли бы что-то там сделать, но про это говорить вообще не хочется, то, что там власть какая у нас. Но если про энергетику говорить, то сегодня в первую очередь однозначно нужно понимание, куда мы идем, какими ресурсами мы обладаем, нужно понимать, какое хозяйство у нас есть. Без этого понимания ни план не напишется, ни, соответственно, исполнения никакого не будет. По-другому как? Деньги тоже нужны, понятно, без денег это тоже ничего не сделать. Если сегодня они не начнут выделять деньги, мы придем к тому, что уже 8-часовое отключение будет, и не такие суммы, которые он говорил, оплачиваться там гораздо серьезные, сопоставимые с бюджетом суммы. Что важнее может быть стратегически, вот если так взять в целом государство как хозяйство, если развивать что-то, если какую-то экономику, какое-то производство, какое-то сельское хозяйство без энергетики, ничего не будет иметь продолжения. Ничего, просто энергетику просто во главу угла поставить, начать это делать. И тогда, может быть, все остальное как надо зашевелится. Конечно, каким-то образом все будет двигаться. 2 шага вперед, 1 назад. Но у нас не та ситуация, что вот сейчас так же, как и раньше, все это развивалось. Надо кардинально менять, надо кардинально подходить и что-то делать. По-другому просто опять все то же самое будет, опять же еще хуже будет. Однозначно хуже будет точно. Развитие идет, понимать, какими темпами мы сегодня развиваемся, какой спрос у нас, какое потребление у нас, как это все будет через 3, через 5 лет, через 10 лет. Понимать, какими ресурсами мы обладаем. Если это мы не будем понимать, на что нам упор делать, на гидроэнергетику, на зарабатывание денег и платить за эту энергетику, на восстановление перепадных, на альтернативные источники. Альтернативные однозначно, я просто, как они не понимают это, что без этого просто никуда мы не придем. Если прям брать отдельно альтернативные источники, частным образом что-то будет меняться, но это будет несущественно, это будет медленно. Однозначно государство должно принять решение, что нужно какие-то средства выделять, не какие-то, а существенные средства.
не 50, не 100 миллионов, это 500 миллионов, это может быть миллиардными суммами, то, что сопоставимо с теми суммами, которые оплачиваются для перетоков, для того, чтобы как-то зимой пережить зиму, какую-то существенную сумму от этих сумм саккумулировать и начать вкладывать и в хозяйство, которое, естественно, в упадке находится, и в счетчики тоже однозначно надо вкладывать, и в информационную политику надо вкладывать, ну и в альтернативные источники, в того, чтобы добавлять новые источники генерации. Что может быть другого, я не понимаю просто. Другого, то есть сама логика все говорит, что нужно добавлять генерацию. Для этого нужны деньги, для этого нужен закон. Без этого закона ни бюджетные средства, ни частные какие-то инициативы, это все будет, даже полумерами не назовешь, это просто какое-то топтание на месте, можно сказать. Так, конечно, однозначно светлое будущее впереди нас ждет, но мы должны прийти сами. Хотя бы в энергетическом плане мы должны какую-то свою долю независимости, о полной независимости, понятно, рано еще говорить, но это все возможно. Энергетически, если мы будем независимы, можно говорить о дальнейшем, о продовольственной независимости, о военной независимости, об экономических каких-то аспектах, о какой-то там, не знаю, банковской системе, о своей внутренней валюте. Без вот этих моментов о какой-то независимости, которая политически оформлена в виде конституции, государственных каких-то атрибутов, это все просто фикция. Реальные аспекты независимости, вот об этих моментах она говорит, это столбы, на которых все остальное уже закрепится в политическом плане. Образование, медицина. Везде мы зависимы. Ну, куда ты ни посмотришь, везде образовательные стандарты у нас российские. Учебники российские. Медицина что-то серьезное. Мы в Россию едем, лечимся. Военное обеспечение, армия расхлябанная. Что еще осталось, не знаю. Рублевая зона, мы так и не смогли ничего, свою какую-то валюту придумать. Тоже у нас все это в минусе, все это в независимом государстве должна быть своя валюта, должны быть свои какие-то реформы, свое видение развития финансовой системы, банковской системы, кредитная система, развитие малого, среднего бизнеса. Банки ничего не делают, не кредитуют, условия ужасные. Финансовые моменты, столько моментов, и это все упирается в энергетику. Если без энергетики говорить о каких-то других реформах, все равно мы упремся к тому, что нет у нас своей энергетики, соответственно, нет у нас развития сельского хозяйства, нет нормального развития строительной сферы, в том числе и гостиниц, и частных каких-то домов, и квартир, производства. Все упирается в энергетику. Что еще? Не знаю, что сказать больше.